Друзья, всем доброго утра. Проснулись, на улице уже светло. И давайте мы сейчас выйдем на улицу и посмотрим, что натворила вчерашняя метель, вчерашняя непогода. Я думаю, это будет интересно. Так, калоши, наверное, уже не пойдут. Оденем бродни. И давайте же посмотрим вместе, что у нас натворила. Ух ты! Дверь-то хоть откроется. Ну, дверь немного вроде открылась. Ох, мама дорогая! Это я вчера здесь вот приехал. Сугроб выше колена. Вот так вот выглядит мой ураган. Ни дорожек, ни тропинок, ничего. Вот это, так, вот это сугробы. Так, поднимаем бродни повыше. Мне надо заскочить вот в родительский дом. Вот так вот, вот так вот. Как я туда попаду? Ох, лето не зима, а точно. Это просто ужас, что вчера творилось. Вон, такие сугробы бывают у нас в конце зимы только. Намело просто бархан. Вот тут вот намело такой бархан. Метр, наверное, точно. Вот. Возле дома. Вон там видно вот на веранде у соседей вот. Вон крыши с одной и с другой стороны, с крыш вот намело тоже целую кучу снега. Вот ветер был оттуда, получается. И просто закручивало. Естественно, я это уже чистить ничего не буду. Это мне уйдет день, а то и не хватит дня еще. И мне просто страшно подумать, что творится у меня в поселке, в Троицке. Только-только позавчера я вычистил весь снег. Все четенько приготовил места под тележечки, под прицепы свои. И все это теперь опять занесло. Вот такие у нас бывают снежные зимы. Снега навалило столько, сколько иной раз бывает за всю зиму не падает. Все. Вот собачьи тропы вот такие. Да. Эх. Ну ничего. Где наша не попадала. В общем, зачем мы идем домой? Обнаружил, что закончилась у меня заварка, вскипятил чайник, по-быстрому завтракаем. Лешка уже звонил, говорит, давай поехали. Я, говорит, после тебя, я, говорит, на своем, я не знаю, как у него буксировщик, но поменьше. И без толкача, говорит, поехать не смогу, так что, говорит, поеду после тебя. Долго не будем задерживаться, по-быстрому завтракаем и едем. Надеюсь, сегодня я смогу проверить. Хорошо, хоть этот сугроб не здесь, так бы я вообще дверь даже открыть не мог. Получается, как-то то ли дерево, то ли эта бочка в сторону туда понесло, а не сюда во дверь. Если бы сюда, я бы даже выйти не смог. Так, ну что, все, выезжаем налегке. Вчера живцов взял, остатки, что осталось, не стал уже обратно, отдал, блядь, тюрьму. Вон. Все. Блин, так неохота отвязывать. Ладно, ничего с тобой не будет. Вот так вот посидишь. Бочком, бочочком.
Так, это все у нас туда пойдет. Мама дорогая. Вот сюда бы постелить что-нибудь типа покрывала. Раньше на том буксировщике который чехол был, а здесь ничего нету. Сейчас все это будет обледенение. Так, аккумулятор включился, кран, не помню, закрывал вроде бы. Да, закрывал. Так. Блин, все обледенело. Хреново. Все это будет таять. Так, давайте пока, друзья, выключусь. Немного хоть почищу. Вон сколько снега. Так, ну что, пробуем. Что-то не хочет. А, выключена кнопка зажигания, ёшкин. Вот это выстрел. Так, пусть прогреется немножко. Что, попробуем? Вот это пухляк. Да. Как я буду тележки выносить? Блин, выключил. Как я буду выносить тележки свои? Придется чистить все. Так, все, первым делом едем к Лёшке. Что чистили дорогу, что не чистили. Так, Лёха уже походу выехал, нет? Надо позвонить. Он вчера приехал. Алинка точно не выйдет. Лёшка, мунусез! Горбатский мунусез! Здоров. Походу уже уехал. Ты на ветле? А? Ладно, я поехал. Поедем по целине. Пофиг ему. Целяк не целяк. Херачит, блин.
Лёшка звонил, думал, чтобы я протоптал дорогу, чтобы ему легче было ехать. Он даже толком не проваливается, сантиметров 20, не больше. Так что протопчем дорогу через этот пухляк. Ну, если метель будет, конечно, заметет все обратно, но пока метели нету, нормально. Вон, вроде старая дорога здесь. Как мы видим, нашему урагану пофиг этот пуфляк. Пуфляк это ему не тухляк. Прет. Отлично. Без толкача бы, наверное, буксировщик уже зарылся. Снег вон. Навалило сколько снега. Так что сейчас топтанем дорожечку. Если не заметет, накатают ее по новой. Все, погнали, встречаемся на проверке палок. Лёшка уже с рыбалки, а мы только на рыбалку. Откуда? Откуда топаешь? С речки откуда? Снега мало было, да? Да. Охренеть. Че, без толкача не хочет ехать, да? Устал вообще весь сырой. Так надо было подождать, я же сказал, 20 минут позавтракаю и приду. 20 минут, час прошел. Ну чё, 20 минут. как улов? Нормально. Как где? Рыба там? Да? Рыба где? Здесь? Арьястана Каневичан. Здесь, это? А, в тюрьме? Фу. Вот это тут, да, у тебя вот? Не, у меня на той стороне. А это чьи? Это у Никиты. А, Они же у Шурика. ну. Понятно. А я только еду, так что. Все. Да, тебе легче ехать. Ну да. У тебя едет, у меня не едет. Я смотрю, ты сколько толкал, потный весь, наверное. Да? Ну что, штаны еле, блядь, висят уже на себе. У меня только вот закидывает в бродний снег, жопа сырая, вот крутит вот так. Ладно, перекурим да поедем. Ну-ка, дай наливчика посмотрим. А, ну, 2, да? Ну, нормально, этот на... Это больше килограмма, да? Он цикл, видишь? Ага, маленький, толстенький. У меня вчера где-то на двушку тоже попал. 2 с лишним где-то, 2200 может быть. Один на 200 грамм такой, вот попался, оставил его. И один такой, вот как у тебя поменьше, 1 на 2 и 2 язя. Это 12 палок я проверил. А у меня 16. 16. Ну. А еще у меня 20 с чем-то осталось. Ну там еще пару штук есть. По-любому, наверное. Налим шевельнулся, походу, да, река стала? Хоть это попало и то. Лед гнилой, да? Опасный, да? Сразу на дырка. А под снегом вода, да? Вон вода, вон поднялась. На лыжах ходишь? Не, пешком там. А, Его. понятно. Не, сейчас без лыж-то опасно, там тоже вода сверху. Лед такой где-то там. И ходишь там? Вчера ходил, выдерживал, а сегодня уже Как подмывает. Ладно бы морозец подморозило, хотя на реке, на Печоре нашей, как мы видим, очень много воды под снегом. Вот эти 12 палок я вчера проверил. По ним даже не видно. Вот это легла, где был пойман налим. Там еще вторая палка, 3 палки легли. Остальные стоят нормально. А вот там, вот сейчас видно хорошо. Но вчера, вот я говорю, вот за 2 метра уже ничего не было видать. Вон, 1, 2, 3, 4 на большом расстоянии. 5, 6 тоже на большом. И там дальше 2 рядка. Слева могут быть полыни, справа. В общем, вообще совершенно не было ничего видно вчера. И я просто не мог никуда пойти. Так что сейчас вот один за одним потихоньку будем проверять. До темноты надо успеть проверить, если получится. Все, погнали. Потихонечку будем проверять. Так,
Так, вода, вода, кругом вода. Как мы видим, течением лунки размывает. Основной лед очень тонкий. Если раньше здесь глубины было вот так, где-то метр, потом было вообще с полметра, то сейчас вода прибыла и глубины хватает. Закидала травой. Так, что у нас там? Никого? Никого. Все закидало. О, маленький налимчик. Пойдешь на место живца. 100% ты пойдешь вместо живца в надежде на трофейного. Поехали дальше. Здесь мы проверяем по одной палочке, так что на каждую... Оп-то, что-то дернуло вроде бы, или что, я не понял. Да-да-да. Опа, ушел. Ушел, друзья. Что-то был хороший вес был. Или налим, или что. Скорее всего налим, потому что поднимал палку, меня даже через палку дернуло. Леска была натянута, взял, почувствовал тяжесть и ушел. Ушел кабан. Ну ладно, значит, был не мой. В то же время это дает надежду. Очередной раз доказывает, что налим шевельнулся. И без улова мы сегодня не останемся, это точно. Поехали дальше. Здесь походу никого. Хотя нет, есть натяжечка, дергает, кто-то дергает, язёк походу. Вот он, язёчек. Язёчек небольшой. Но от этого тебя называть по-другому не станут. Ну, некоторые зовут таких еще подъязок. Ну, так, куда тебя деть-то? Давай мы тебя сюда пока оставим, чтобы с собой не таскать. Или сюда. Вот так вот. Ну вот. Начало есть и на сегодня. Значит, этот сегодня вообще-то 3 дня уже по-любому здесь болтается. Не сошел, значит, был мой. Смотрим. Налима. Смотрим налима. Так, натяжка вроде бы есть. Нет, нету. Мусор, наверное. Не, вот он. Был налим. Был налим и сдох налим. Попал. Сдох. И никто его не соизволил даже съесть. Так что вот так вот воткнем его. На обратном пути заберем. Значит, крупный налим не проплывал. А этот за 3 дня окочурился. Но ничего. Белый обожает налимчиков. Скажет: мяу-мяу, спасибо, хозяин. Пипец, ходить по такому снегу одно мучение. Вон, снег по колено, плотный, не липкий, но очень плотный снег, а снизу еще и вода. Нафиг, если немножко подморозить, сначала надо будет прокатиться на урагане, сделать тропу, иначе здесь вот или на лыжах, я не знаю, но ходить невозможно. Отдолбил еще одну палку. Это у нас палка с бермудского треугольника, но подряд вот эти 3 долбить не буду, потому что очень тяжело ходить от палки к палке. Будем сегодня проверять по одной. Здесь, если помните, с прошлого ролика был налимчик, он убежал, я все насадил мальками. Мальками насадил, и пусто. Никто малечков, мальки даже на месте получается. Ну вот, пока неутешительно. Но там вроде бы налимчик еще один есть, значит, есть надежда на крупного налима. Там тоже 3 палки легло. Так, а на этой палке у нас был мелкий налим. Немножко, правда, унесло палку, но не сильно. Так что есть надежда на трофейного. Пока никто не дергает. Походу трофейный прошел мимо.
Нет, что-то... Нет, не. Показалось. А, было что-то. Вон. Узел на леске. И нету налима. Нету налима. Значит, налим здесь был. Трофейный. Закрутил. Вот сделал узел. Вон все закручено. И ушел. Ну, значит, был не мой. Ну, вот камера не успела включиться. Палку начала сносить. Маленькая палочка здесь у нас. Вода большая. И вот язёчек небольшой такой же. Второй язь на сегодня. Каждую палку приходится успеть схватывать, потому что он, как их колбасит, я не знаю, видно, не видно на течении. Это тяжелые, а которые маленькие, их просто туда уносит. Я потом уже при установке это вот сырым снегом, вот льдом леплю, как бы приклеиваю туда к стенке, чтобы не унесло палку. Морозец потом прихватит и будет держаться. В общем, надо полметра, чтобы вода сейчас упала, и будет все четко. Не успел включить камеру. Язычек вот такой вот, +1. Так, здесь у нас палка маленькая. Надо быть очень аккуратным. Когда я ставил, таких глубин не было. Я не рассчитывал на такие глубины. Что, пусто? Походу маленький налимчик так. Ага, вот он. Живчик, живец. Сейчас тему насадим на вот этот большой крючок и будем ждать трофея. Так, у меня закончился запас живцов. Осталось у меня еще 3, 4, 5, 6. Вот это 7-я палка с тюрьмой как раз. Так что пришли за живцами. Ну и заодно посмотрим. Хотя смотреть тут нечего. Я знаю, почему пустой результат. Здесь были язи, вон все крючки пустые. И благополучно за 3 дня сорвались, потому что сегодня уж пошел 3-й день. Вчера я не смог проверить. Если вчера проверил, сегодня был бы результат. Так что здесь пока надежды никакой. Вся надежда на 12 палок, то что вчера свеженьким насадили. Ну, это все равно смотреть надо, наживлять надо, так что будем смотреть, а вдруг может и попасть, почему нет. То есть попадать-то попадало, может не сорвался кто, может крепко заглотил, зацепился хорошо, так что будем надеяться. А может и налимчик попал, посмотрим. Вон какое здесь сильное течение, аж закручивает. Когда ставил палки, вообще здесь никакого течения не было. Откуда оно появилось? Откуда? Шугу промыло, вот и появилось. Сверху было зашуговано, течения не было. Шугу промыл, вот оно и появилось. Так, что там у нас? Что-то вроде бы даже и дергает. Маленький налимчик, что ли? Нет, ясь походу. Не, налимчик. Живец. Осталось 3 палки. И надо поймать налима с язями. Ах, ёшкин ты кот. Опа, есть что-то есть. Что-то дергает. Что-то идет. Вот он язина. Язина-абразина. Ну вот. 3-й язь на сегодня. Вот когда попадает вот так, и то он, видишь, еле-еле уже раздолбал. Вот когда хорошо сюда, или заглатывает, а так, ну, не сошел, значит мой был. Енскаден.
Вся надежда у нас на 12 палок. И вот на эти две палки еще есть небольшая надежда. Потому что все, что было, то ушло. Ого, ого. Так, ну вот и крайняя непроверенная палка, которую не успели проверить вчера. Смотрим. Смотрим. Походу никого. Натяжки нет, да, никого. И у нас осталось 12 палок, которые мы свежачком насадили, наживили вчера. Но это уже придется, пока дотопаем, стемнеет, пока доползем, придется проверять уже под фонариком. 3 озя у нас уже есть. Не пусто. Но там, наверное, что-то да будет по-любому. Ну вот, наконец-то мы доползли до наших 12 палок, которые мы вчера насадили свежачком. И смотрим. Вчера здесь был на крайней палке налим. День будет пища, который, в общем, это 12-я палка у меня. Опа, что-то вроде бы есть. Что-то тяжеленькое. Вот я. И там еще что-то есть. Похоже на налим. Да, налим. Вот он налим, который попал на маленького налима, который проглотил крючок до конца, и мы не смогли его вот вытащить. Сегодня пока пусто, живцы живые, странно. Поехали дальше. Вот эти куски льда просто необходимо. Это для груза, для тяжести, чтобы прижимала палку, иначе ее унесет. Так, что у нас? А у нас небольшая натяжечка есть. Походу маленький налимчик. Так и есть. Малышок. Блин. Заглотил глубоко, ладно, болтайся вместо живца. Смысл тебя отпускать не вижу. А так, может быть, тебя кто-то хапанет. Крючок крупный, заглотил глубоко. Если я даже вытащу его, вырву все внутренности. А так, если не трогаю, он еще поживет на крючке немножко, привлекая крупного трофейного налима. Чем больше мелких налимчиков на крючках. Так, вода немножко, походу, начала падать. Судя по этой болванке, это хорошо. Так, палку чуть не унесло, пока откапывал. Успел удержать. Что бы это значило? Может, это налим? Налим? Нет, что-то есть натяжка, но походу мелкий налимчик. Или язёк. Язёчек, дружок. Вот я когда оставалось ему совсем немножко, и он бы ушел. Вы не думайте, что у меня там на вот все эти палки ничего не попадало. Также язи висели. Просто за 3 дня они бац-бац и посходили. Надо каждый день проверять. Вот тогда будет улов. Вот вторая палка. Уже яз. Я так даю прогноз, что на эти 12 палок 6 язей. Это вместе с этим. И пару налимов. Неплохо, да? Загадал желание. Может быть, и сбудется. Ну, гуляйте, Васи. Некоторые крючки тупые уже
старые, надо менять, все некогда. Ну как колбасит. Потерял очень много времени, сейчас сортировал живцов. Подохли живцы очень много, ну, там их не видно. Где-то, наверное, не знаю, с килограмм-то, наверное, будет. Кот съест. Ох ты, блин. Не покушавший не поднимешь эту палку. Ух ты, провалился. Так, ну чё? Что-то есть. Язёк, наверное. Походу язёк. Вот он, да? Так, второй язёк. Не крупный, но язь. И по моим предсказаниям еще должно 4 язя попасть. Ну не знаю. Будет, не будет. Будем надеяться. Еще и пару налимов. Так. Кулома. Нет, еще живой. Так, ну что. Сейчас вам покажу, сколько живцов подохло у меня. Вот сколько живцов подохло. Очень много. Вчера еще живые были. Видать, не уследил. Отверстия в банке замерзли. И что получилось, то получилось. Офигеть течение. Вот аж вот так вот все бурлит, блин. Ой. Даже не верится, что когда ставили, здесь была практически стоячая вода, пока лед не встал на реке. Сейчас просто сильное течение, сильнейшее, и ни хрена нет. Так, мои предсказания, вернее мои желания навряд ли сбудутся, потому что осталось 2 палки. Кегли я так и не нашел, 30-литровой тюрьмы. Не знаю, скорее всего унесло вместе с палкой. И тут вот ёрш живой, мальки живые. Блин, а где рыба-то, а? Странно. Почему-то сегодня у меня надежда была на это место. Потому что вроде бы и печора встала, вроде бы и вода остановилась. Ну, блин, должна быть рыба. А ее нет. Даже живцы вот живые. Ничего не понимаю. Что творится? Еще немного. Ну как немного? До 9 числа 10 дней еще половлю. Если такая же картина будет, придется снять палки. Значит, мы опять не угадали с местом, хотя место здесь реально хорошее. Так, а кегля где-то утонула 100%. Скорее всего, с палкой ее также унесло. Хотя почему 12 палок же? 12. Ничего не понимаю. Развязаться она не могла. Порвать веревку большим течением. Вообще ничего не понимаю. Ладно, вот у нас еще одна палочка осталась. Сейчас посмотрим. Ну вот и крайняя палка. Давай хоть ты налим. И здесь никого. Здесь никого. Ну что, давайте, пока камера включенная, сразу подведем итоги. Неутешительные, правда. Не на такие итоги я рассчитывал. Но что есть, то есть. Очень много воды на реке, вот как мы видим. Все хлюпает. Течение промывает. Так, вот. Раз.
2, 3, 4, 5 язей. 5 язей, один маленький налимчик сдохший. Вон сколько мальков подохло в тюрьме почему-то. И 2 садков нету. Одной кегли 30-литровой и 5-литровой тоже где-то нету. Я не знаю почему, куда они делись. Остается только догадываться. Вот такой вот скромный улов, но не пусто, и то хорошо. Вопрос, конечно, остается открытым, почему на эти 12 палок вчерашнего дня все свежее, ничего не попалось. Ну вот попалось пару язей и все. Пока не знаю. Понятия не имею. Может быть, течение слишком сильное, может что. Просто не понимаю. Место хорошее, на мой взгляд. Видать, я где-то что-то ошибся в расчетах. Ладно, все, собираемся, едем домой. Минус 4 градуса. Вот такие, друзья, резкие перемены температуры, перемены погоды резкие. Вон, вчера приехал, смотрите, какие сугробы замело за один день. Вон моя Нива. Сейчас Алинку буду вытаскивать тоже. Вон какие сугробы. Вон какие сугробы. Это сейчас все будем чистить и потихоньку выезжать. Алинка, хорошо получается. Давай. Где ты еще так лопатой помашешь, если не дома? Я уже намахалась. Ладно, попробуем пробиться. Попробуем пробиться. Эх, Нивушка моя, Нивушка моя. Сугробы намело капитально. Ветер был с левой стороны, слева направо. Перемело дорогу бархана, но пока едем. Но Алинка на автомате, наверное, на Сандеро своем не выйдет. Придется, наверное, тащить. А вот этого не надо было бы сделать. Ух ты, а здесь вообще... Так, здесь вроде бы пробились. Так. Хорошо, что еще снег не успел уплотниться. Так. Лишь бы на эту буранку мостом не сесть. Остальное все... Ух ты! Хрена себе врюхались куда-то. Надо будет объехать. Так. До сюда мы доехали. Это уже хорошо. Значит, сегодня домой я доеду. Главное сейчас обратно доехать и попытаться спасти Аленку. Вадим в Ухту поехал. Не так страшен черт, друзья, как его малюют. Да, Вадим? Не так страшен черт, как его малюют, да? Да. Молодцом, выскочили, блин. По старой колее вообще. Ну. Спокойно, без проблем. А что ты, я думал, все уже, ты плюнул, поехал в Ухту. Да. Пусть, значит, сами разбираются, я поехал. Че, куда? Вон Чищина возле гаража поставить, да и все, это чей гараж? Я не знаю. Позвонить Генке, да, если... Это у Генки, наверное. Вот туда в гараж поставить, да и все. Так что выехали, это уже хорошо. Едем сегодня, собираемся, едем домой. Что поймали, вы видели вчера, сегодня. Общий итог подводить не будем. Увидимся послезавтра, здесь же, на этом месте.
В общем, на рыбалке. До встречи на канале Конь Рыбак. Всем пока.